Следующий вопрос. Ануа аль-хаджб. Каких видов бывает перекрывание? Говорит аль-хаджбу науан. Хаджб бывает двух больших видов. Аль-ауалю хаджбун бил-васф. Первый вид — это перекрывание посредством описаний. Вагуаль муаббар алейхи биль-маня. Это и есть то, что мы проходили ранее по книге, называя это запретительным фактором. Вакад такаддам аль-каляму аля мавани аль-ирс. Говорит, ранее мы уже изучали факторы, которые запрещают получение наследства человеку, несмотря на то, что причины для получения наследства у него есть. А это три фактора, которые запрещают человеку получение наследства: рабство, убийство и различия в религии. Значит, это первый вид хаджба, первый вид перекрывания. Почему человек перекрывается? По причине того, что у него есть запретительные факторы, которые не дают причинам быть претворенными в жизнь. И человек не получает в итоге наследство. Либо он является рабом, несмотря на то, что он является родственником покойного, например, но он раб, и поэтому ничего не получает. Либо он является убийцей наследодателя, либо между ними, между наследодателем, разница в религии. Это первый вид хаджба. Вассани, второй вид хаджба называется хаджбун бишшахс, то есть перекрытие какой-либо личностью. То есть первый вид как назывался? Хаджбун бильвасф, перекрытие каким-то описанием. Человек описывается рабством, или убийством, или различием в религии. Соответственно, он не получает наследство. А второй он ничем не описывается. У него никакого описания нет, но происходит хаджбун бишшахс, так что его перекрывает какая-то личность. Ваянкасиму иля кисмейн. И вот этот вот второй большой вид хаджба еще бывает двух видов. Аль-кисмуль ауаль хаджбун нуксан и кисмуль сани хаджбуль хирман. Первый вид — это частичное перекрытие, и второй вид — хаджбуль хирман, абсолютное перекрытие. То есть, когда человек, допустим, если возьмем с примером, или в примере с мамой, должен получить третью часть наследства. Но из-за группы братьев и сестер, или из-за наличия наследующего ответвления у покойного, она перекрывается с третьей части наследства на шестую часть наследства. Это называется как хаджбун нуксан, то есть перекрытие частичное. Или же, если человек оставил после себя сына и брата. Брат мог бы получить наследство, если бы не сын. Сын его перекрывает полным перекрытием, и брат остается без наследства вообще, то есть не получает никакой его части. Это называется как хаджбуль хирман, абсолютное перекрытие. Знаешь, подведем итог. Два больших вида хаджба — это какие? Хаджбун бильвасф и хаджбун бишшахс. Перекрытие по описанию, а это три вида запретительных факторов как раз, то есть рабство, убийство или различия в религии. И хаджбун бишшахс — перекрывание из-за какой-то личности, то есть когда тебя перекрывает какая-то личность. Так вот, этот второй вид хаджба бывает еще двух видов: хаджбу нуксан и хаджбу хирман, то есть частичное перекрытие и полностью полноценное перекрытие, то есть когда ты не получаешь из наследства вообще ничего. Далее.